Увидел комментарии какого-то там Астамура Тания. До этого был еще какой-то Тимур Гулья, что они там предлагают там насильственно ассимилировать грузинское население Гали, Гальского района. Абхазы, очнитесь, блядь, вы где, дикари? А? Откуда вы свалились? А Астамур этот, блядь, о каком-то экстремизме. Говорит, грузины до сих пор экстремисты. О каком экстремизме идет? Грузины давно должны подумать о взаимоотношениях между нашими государствами. О каком государстве идет речь? Где это государство? Где это государство, блин? Вы покопайтесь у себя в роду, вы откуда сами? О чем с вами говорить, елки-палки? Уже, понимаете, это в свое время, я уже в каком-то комментарии говорил об этом. Когда только кооперативы пошли в Абхазии, я помню, был молодой, решил открыть. Первым кооператив в Ачамчире, по крайней мере в Ачамчире, в Чамчирском районе, был я. И когда я пришел, был такой Кецба, председатель райисполкома. И когда подавать заявление, он говорит, что-то там неделя прошла, вторая неделя, ничего нет. Ни ответа, ни привета. Я опять прихожу, и он мне говорит, знаешь, говорит, а меня тогда все знали. Я в Ачамчире в футбол играл, Сергей Багарш с ним был лично хорошо знаком. Он нам по совместительству у нас был начальником команды, спортивные выдавал, за руки мы в ресторанах часто бывало встречались. И такая, по городу меня, в принципе, знали. Молодой еще был. И он как бы мне прямо не мог говорить, чтобы вот ты иди отсюда, там, мы тебе не дадим никакого разрешения. И вот он там придумал какую-то там квоту, потому что как бы само население убывало, абхазское население. Абхазы там раз-два я обчелся. Их-то в Ачамчирском районе это их было далеко в меньшинстве. И они вот за счет всего этого, как бы вот такими этими, говорят, какая тебе разница, говорит, ты запишись, говорит, абхазом, и то, что у тебя там в паспорте будет, какая тебе разница, говорит, у нас, говорит, грузинская квота уже заполнена, говорит, теперь абхазская квота есть, говорит, но ты же грузин, говорит, и поэтому, я говорю, вы о чем? Я говорю, нет, я говорю, так не пойдет. Ну, в конце концов, я через месяц-полторы я все равно выбил это разрешение на эту деятельность. Но тогда я еще не понимал, как бы, что это значит. А сейчас, видно, Абхазов кончается. Кто ассимилировался, кто от наркотиков умер, кто застрелился, кто украинцы их кокнули, как куропаток. Вот недавно тоже был какой-то там, которого кокнули по делу, я считаю. Потому что он сам не знает, за какой. Он там пишет, некрологи пишут, там истинный ачамчирец, как-то его, не знаю, но фамилию помню, потому что у меня друг там есть с таким фамилией, и поэтому фамилия помню, Тарба его фамилия. И он говорит, истинный ачамчирцы так не делают. Это не ачамчирец. Ачамчирцы — это другая каста людей. Совсем другая. Это крохобор, который поехал на халяву заработать деньги, на чужом несчастье, свое счастье хотел построить. Вот его там кокнули. И в некрологии пишут там, погиб за мир и родину. О какой родине идет речь? На Абхазию никто не нападал. Короче, сейчас в этой подробности вникать желания даже нет. Дикари, одним словом.
Я же тоже живу на берегу моря вот здесь. У меня ресторан называется Абхазия. И когда туристы приходят, они говорят, почему Абхазия? Я говорю, вот я с Абхазии, поэтому назвал его Абхазию. Потому что это исконно грузинская территория. И сейчас какой-то там Тимур Гулиев предлагает насильственно ассимилировать грузинское население Гальского района. Точнее, там мингрельское население. Насильственно ассимилировать. Они же в свое время поубивали, там же поубивали в свое время грузинское население. Этим они думали, грузины исчезнут. Но грузин, к сожалению, много этих было нашествий на грузин, но грузины выстояли. Выстоят это. Мы вернем эту территорию обязательно. Там Гулия, Гуния, там Тания, Шмания, Крания, там неважно. Мы эту шваль, это не обо всех идет речь. Там есть и нормальные, которые вообще ни при чем и попали под эту мясорубку, так называемую. Мы сумеем отличить. Вы 30 с лишним лет, за счет грузинского государства до сих пор живете. И видно, сейчас халява кончается в Абхазии, и вот поэтому он сейчас очередной трюк придумали. Сейчас за счет грузин опять хотят как бы численно увеличить, потому что там армяне, армяшки, тоже это одна каста как бы с этими. Они побольше их стало, и сейчас они хотят как бы численность искусственным путем каким-то образом увеличить. В свое время они увеличили это, потому что привилегий у абхазов было много, в армию их не брали, в институт без экзаменов, в Тбилиси и во все грузинские институты их брали без этого, без экзаменов. Поэтому многие тогда никто не думал, многие там переписывались, чтобы попасть там. Понимаете, это как обычная история бывает. Но это вам не поможет. Тания, Шмания, Драния. Не поможет это. Ваш черед придет. Карабах тоже так думал, что ничего не будет. Но пришло время. Азербайджан. Слава Азербайджану, слава Украине. В первую очередь Украине. Потому что Украина закончит, вот эту фашистскую организацию. Закончит обязательно. Поэтому дай Бог здоровья всем. И мы вернем эту территорию. Просто грузины слишком гуманные. Они предлагают насильно перед экраном заставить отказаться грузин от грузинского гражданства. А сами говорят о грузинском экстремизме. Это же парадокс, блядь. Зеркало есть у вас? Посмотрите на свое лицо, блядь. Дырявое. Как-то так.